Если судьба, можно и в первый же день пулю схлопотать и погибнуть. Если нет, то не надо бояться. Я когда уезжал еще, некоторые сны снились, как я их вещи, что называю. Я видел, на руках держал малыша, то есть, значит, я вернусь, говорю, и уехал. Вернулся, ребенок родился, все нормально. Маленький Тимерлан появился на свет совсем недавно. Его отец Рустам Танташев сразу смог увидеть сына и взять его на руки. Ветеран СВО уже дома, в Татарстане. Рядом семья, жена Гульшат, старший сын Дамиль, отец. А вообще дорога на родину была для семьи Танташевых непростой. Родился в Узбекистане, хотя корни стороны отца вообще Рязанская область, целое поселение Азеева, там очень много Танташевых. Корни от матери башкирская татарка, а мы вот как-то вот оказались после войны в Узбекистане родились. То есть. И когда развал начался, как бы историческая родина Татарстан, поэтому сюда переехали. И когда развал начался, как раз 91 год, мы учились в 3 классе, и как бы как беженцы мы сюда приехали. Даже документы дома лежат, то что мы как беженцы. Ходили только по главным дорогам в школу, потому что если по закоулкам постоянно конфликты с этим. Почему-то именно вот когда развал пошел, вот это вот проблемы начались. Гонения и вот это все такое прочее. И отец решил то, что историческая родина у нас Татарстан. Ну, когда сюда приехали, семья тоже у нас большая была, 5 детей. До недавних пор биография Рустама была такой же, как у большинства сверстников. Учился в Дубецкой школе, закончил, потом энерготехникум закончил и сам пришел в военкомат, опять же, срочную службу служить. Попал в Тульскую дивизию, 106-ю, 51-й парашютный десантный полк. Первым серьезным испытанием для молодого бойца стали прыжки с парашютом. 3 раза мы за 2 года прыгали, хотя по нормативам больше должно быть. Вроде как. Каждый раз страшно, что переживаешь, что раскроется, не раскроется. А так как ты сам лично собираешь парашюты, и там 5-6 проверок проходит, пусть каждого движения, то страх уже потом уходит на второй план. Смелость и патриотизм в роду Танташевых передаются из поколения в поколение. До сих пор Рустам чтит память своих дедушек, которые ушли защищать родину в Великую Отечественную. У меня оба деда воевали, оба вернулись живы, здоровы. Со стороны матери Белорусский фронт, Украину освобождал. Со стороны отца через Ладожское озеро боеприпасы зимой возил. Вернулись живы-здоровы, вся грудь в орденах. То есть все, что я не получал, вот, семья получает, мои дети получают. Старший 4 класс заканчивает, и 4, 5, и тэквондо еще я вожу. Медали есть, все такое прочее. Младший пока дома. Подрастет, тоже в спорт отдавать надо. После службы в армии Рустам работал в полиции, слесарем подвижного состава, в охране в гостинице. Каждые 5-6 лет менял работу, искал свое место в жизни. Появилось и довольно необычное хобби. Я сам еще по гражданке любитель был. Разные аппараты были. Ну, в свободное время кто-то любит рыбалку, кто-то охота, а я вот поисками металла, реликвий занимался. Во врагах там, не там, где раскопки идут или еще что-то там, в старых фермах. То есть чисто хобби было, вот поисками занимался и попал тоже потом как бы в этом направлении. Когда началась мобилизация, Танташев опять сам приехал в военкомат. Не остановила даже серьезная травма ноги, которую он получил в аварии в 2013 году. На работе там вот у нас срочники вернулись, отслужили, там прошло пару месяцев, и их мобилизовали. То есть, ну, я думаю, что я 42 года должен сидеть дома. Пришел, заявление написал сам добровольцем. Ну, сказали, ждите звонка и отправили домой. Тогда я еще работал в гостинице начальником охраны. И вот позвонили 25 октября, сказали 26-го приезжать в село Усады на сборы. Ну, с вещами приехал. Нас собрали в Экспо, там уж определили в саперы и 2 месяца учили саперному делу. Конечно, в семье решение Рустама уйти на СВО вызвало тревогу. Да и кто с легкостью отправит родного человека в зону боевых действий?
Ну, супруга не хотела отпускать. Я говорю, а если повестка придет? Она сказала, ну, если повестка, то придется идти, ты же не трус. Я пошел, договорился, чтобы повестку мне дали у главы сельсовета. Показал, все, она отпустила потом. Это потом, когда уже вернулся, признался, что это. Ждала, писала. И там у нас с телефона все равно забирали, то есть нельзя. Это если там в сторону тыл пошел, там помыться, когда отправили, еще там что-то, там еще можно позвонить, пообщаться с родными. И фотосессию сделать, отправить, все. Родным было от чего волноваться, ведь профессия сапера – одна из самых опасных. От его действий зависят жизни и сослуживцев, и мирных жителей. А работа требует максимальной концентрации. Взрыв может произойти в любую секунду. Но сапер с позывным «Дубьяз» со своими задачами справлялся отлично. Задачи были простые. Командир роты определял какой-то взвод. Уезжали на разминирование освобожденных территорий, поля, чтобы посевы там потом сеяли. Какой-то взвод отправляли берег Днепра, ну, полностью минировали там. И перед батальонами противотанковые мины очень много мы заминировали. Так служба то разминирование, то минирование. И боевое дежурство заступали по очереди все. Закрепили доп, все. Ночью начинается артобстрел со стороны врага. И когда после артобстрела всегда пытается форсировать Днепр. А так нас учил майор, очень грамотно с танкового училища, в течение 2 месяцев. Поэтому мы были готовы. Ну, конечно, ошибки совершают наши, но некоторые. Вот мину нашли, и лягушка сработала там. Без 2 глаз остался, тоже комиссовали. С ним было 2 бойцов, они остались по 1 глазу, их вылечили. Но они как в основном, когда через Днепр по ночам пытались, сначала артподготовку делают и по ночам пытаются переплывать. На барже там 500-600 боевиков с их стороны. На катерах, на плавающих БМП. Самая главная работа — это артиллерия, там хорошо их топила, а те, кто доплывал до берега, их уже вот эта линия соприкосновения. И кроме этого еще весь берег был заминирован нами. Страшно первое время, потом что привыкаешь, думаешь. Или подорвешься, или там ногу потеряешь, или вот эти, когда разминировали поля, лепестки уничтожали, и его уже невозможно разминировать, его сразу надо на месте уничтожать. Что самое главное в работе сапера? Ответственность, осторожность, стальные нервы и юмор. Когда в Херсонской области наш берег был под их контролем, они уходили, все минировали. Случаи еще были смешно, когда посадку сказали, там вроде это заминировано, нас отправили 2, там сотрудников ФСБ еще было. Ну и сказали, вот этот участок, посмотрите, мы идем. Первое время все равно немножко страшно, а потом смотрю, там стадо баранов побежало в эту сторону. Мы потом за ними, все, говорю, чисто, значит. Что помогает выжить в зоне боевых действий? У каждого свой ответ. Для Рустама Танташева это надежда, мысли о доме и молитвы, обращенные к Аллаху. Уразу держал полноценно. 10 килограмм даже скинул, чтобы легче было ходить даже. Я вот для себя чисто, вот, как мне сказал, если ты не умеешь молиться, самое главное, ифтар, сухур распечатал, и все по времени. Помылся, помолился, поел, рот закрыл, и все. В одном блиндаже в углу там стояла икона, допустим, и рядом же стояла мусульманская атрибутика. То есть по поводу этого разногласий не было никаких. 8 месяцев доброволец провел в зоне СВО, но старая травма дала о себе знать. Рустам начал хромать, стало больно ходить. Все труднее было выполнять боевые задания. Его направили в госпиталь. Военный госпиталь принял решение операцию делать. И там почти 7-8 месяцев я был в госпиталях, потом в санатории. В итоге эндопротез поставили в таз. Мыслями ветеран СВО все равно там, где остались его сослуживцы. И даже после сложнейшей операции, а предстоит еще одна, Рустам готов вернуться в свой полк. В будущем, если даже опять вернусь на фронт, сапером вряд ли смогу. Ну, водителем запросто.
То есть каждому человеку можно найти задачу по плечу. Если ты там какой-то с пороками, ты можешь там склад охранять. Там кухонная рота, ремрота, там даже на себе очень много же. Учиться хочу идти. Категория Б у меня есть. Ну, С надо сделать, если я в будущем опять на фронт хочу. Там БЦ всегда нужна категория. Ну, и если будет возможность участвовать в волонтерской деятельности. Ну, координатор Марина подсказывает и сообщает там, когда что. Может, какие-то машины перегонять. Моя услуга понадобится. С удовольствием съезжу. Посылки отправлять. Помощь сослуживцам – одна из главных целей, которые поставил для себя Рустам. Пока не может выручать боевых товарищей там, за ленточкой, помогает из дома. Уезжал, оставил там квадроцикл, который сейчас очень нужен саперам. Они там берег ездят, минируют. Свой тепловизор лично, который с работы мне покупали. Ну и так участвую, вот, периодически посылку собираю для, когда они что-то просят, там пауэрбанки, маленькие вентиляторы от USB. Ну и местные жители, у кого там родственники воюют, они еще свои посылки из дома приносят. Из дома там иногда чак-чак. И отсюда деликатес из Казани. Чак-чак — это уж тукмач домашний. Заветная мечта Рустама Танташева – построить дом для семьи. Давно есть участок, но пока проблемы с его оформлением. Как только все формальности будут улажены, Рустам начнет возводить родовое гнездо. Да и вообще, планов громадье. Самое главное, дом построить. Вот моя задача, чтобы обеспечить квадратными метрами детей. Потом можно возвращаться. И даже если война закончится, Аллах, надеюсь, дай Бог, потом все равно после войны очень много работаешь там по разминированию, по доставка, недоставка грузов там. Ну, дом построить, золото найти, чтобы война закончилась. И чтобы дети учились нормально, живы-здоровы были. Чтобы быстрее мобилизованных домой отпустили.